Татьяна Чаплыгина – специалист организации по образованию, культуре и спорту в Чешской Республике. Она занимается консультированием и содействием в поступлении в чешские вузы молодежи из стран СНГ. Абсолютно у любого желающего есть возможность получить бесплатное высшее образование в Чехии. Нужно просто знать язык. Достаточно приехать в Чехию, отучиться на подготовительном курсе, выучить язык на уровень B2, сдать экзамены вступительные и поступить в университет. Уровень языка B2 – это значит, что вы понимаете литературные произведения на чешском, воспринимаете чешскую речь на слух и свободно владеете словом и письмом. По словам Татьяны, такого уровня владения языком можно достигнуть за полгода-год, обучаясь на подготовительном курсе. Чешский язык необходим не только для сдачи вступительных экзаменов и обучения, но и при прохождении нострификации аттестата, то есть его признания в Чехии. За счет того, что в Чехии учатся дети 13 лет, у нас в любом случае 11, возникает разница в часах, в часовой нагрузке и так далее. И нужно для того, чтобы поступить в любой университет государственный, пройти процедуру нострификации аттестата. Нострификация – это признание подлинности вашего аттестата. Собственно, этим занимается Пражский социальный орган в Чехии, который рассматривает документы в течение 2 месяцев. Каждому ребенку назначаются экзамены. По школьной программе исключительно, порядка 3, никто не знает, какие они будут, но они есть. Назначается время, назначается школа или гимназия, ребенок приходит, сдает эти экзамены, собственно, и получает нострифицированный аттестат. После признания аттестата абитуриент может подавать документы в любой вуз Чехии, но самый популярный университет Карлов в Праге. В топе первый университет – это Карлов, то есть он является самым старейшим, самым престижнейшим вузом вообще в принципе во всей Центральной Европе. Ему порядка уже 7 столетий, и, собственно, в этом университете 17 факультетов, учатся, обучается более 50 тысяч студентов, из них порядка 7 тысяч иностранцев, и выпускает достойных специалистов, да, и потом этот диплом котируется абсолютно по всем странам Евросоюза, также в таких странах, как Канада, США, Новая Зеландия, Австралия и многие другие страны. Европейский диплом открывает новые горизонты и перспективы для его владельца. Но, как рассказывает Татьяна, чтобы стать его обладателем, придется приложить не только интеллектуальные усилия. В первый подготовительный год потребуются и финансовые вложения. Первый год нужно закладывать, что он самый дорогой, да, в зависимости от того, какой курс, какая направленность и так далее. От 4 до 5 тысяч евро это выходит обучение годовое. Плюс проживание, порядка 200 евро в месяц, на питание порядка 150-200 уходит, мобильная связь там около 10 евро, это недорого. И вот если посчитать вот эту вот всю сумму, она, собственно, даст картину, сколько в течение первого года нужно будет потратить на ребенка, на его пребывание в этой стране. Но уже потом, когда он будет являться регулярным студентом первого курса, да, государственного университета, он получает льготы до 50% абсолютно на все, на проживание, на питание в столовой, да, на проездной билет по городу можно ездить. Примерно 10 евро это стоит. Между тем, уже будучи студентом, учащийся в Чехии может подрабатывать. Учебный процесс выстраивается так, чтобы студент мог несколько дней в неделю выделить для работы. По закону учащимся разрешено до 20 часов в неделю посвящать работе. В Чехии образование имеет кредитную систему. Что это значит? Это значит, что студент сам себе полностью составляет свое расписание, свой график, то есть выбирает из перечня необходимых дисциплин те дисциплины, которые он хочет пройти, допустим, в первый семестр, во второй и так далее. То есть тем самым он может себе составить так график, чтобы загрузить полностью 3 дня и 2 дня освободить. Многие студенты пользуются этим для того, чтобы получать параллельно второе образование в каком-то высшем учебном заведении, а многие подрабатывают, собственно, в те свободные дни, когда вот есть такая возможность. У студентов Чехии есть не просто возможность самостоятельно обеспечивать свое проживание в стране, но и выстраивать карьеру, подрабатывая по специальности. Средняя статистика: ребенок может в месяц получать до 500 евро, спокойно зарабатывая на какой-то подработке. Вот. А к тому же у университетов проводятся ежегодно ярмарки вакансий, как правило, в государственных вузах, и уже с первого курса ребенок имеет возможность устроиться на работу в компанию и, собственно, зарабатывать деньги. Государство в Чехии очень серьезно относится к образованию и всячески поощряет студентов. При этом независимо от того, местные это студенты или иностранные. Поэтому отличники в государственных вузах имеют возможность получать стипендии, даже несколько стипендий одновременно. Возможность получать сразу одновременно несколько стипендий также есть у студентов, которые обучаются именно на чешском языке, на бюджетной основе в государственных вузах. Самый распространенный это вид на
стипендия на проживание, стипендия за отличное обучение, когда студент-отличник сдает все предметы, зачеты, экзамены, собственно, тоже назначается стипендия. Социальная стипендия еще есть, стипендия для тех, кто отличается каким-то особым талантом, то есть если ребенок талантлив, он также получает стипендию за это. Чтобы стать студентом Чехии, необходимо получить еще и визу. С ее оформлением также помогают в Абхазии. Этим занимается стадия Club Absny. Самое важное — собрать правильно документы, весь пакет документов. Это основные подтверждающие документы из вузов, да, которые дают право пребывать в Чехии на протяжении года, 12 месяцев. Подтверждение об обучении от университета, подтверждение проживания и еще ряд документов, которые нужно собрать, перевести на чешский язык и подать, собственно, на визу. Виза рассматривается порядка 2 месяцев, процесс получения несложный. Каждый ребенок проходит собеседование, и ему вклеивается в паспорт студенческая виза. То есть, соответственно, он с ней может путешествовать по всем странам Евросоюза вообще беспрепятственно. По поводу оформления всех документов на визу, да, и консультации, как оформить ребенка правильно, здесь есть наш надежный партнер стадии Club Absny. Вот, и, собственно, они проконсультируют, и если нужно будет поотвечать на вопросы, поотвечают по вопросам оформления на визу именно. Потому что это самый основной такой ключевой момент, как попасть в эту страну и что нужно для этого сделать. Выучив чешский язык, вполне доступный для быстрого обучения, если уже есть знание русского, можно стать европейским студентом, приложив почти такие же усилия, как при поступлении в российские вузы или АГУ. Чтобы рассказать об этом выпускникам абхазской школы, приехала в Абхазию Татьяна Чаплыгина. Хочется местной молодежи показать, что существуют иные возможности, что это можно сделать достаточно бюджетно, вырваться в другую культуру, выучить другой язык, получить бесплатное образование, которое будет котироваться по всему миру. И, собственно, это открывает горизонты, перспективы в дальнейшем для самореализации. Но это, я считаю, на мой взгляд, очень важно. Когда есть какие-то пути, есть варианты для того, чтобы себя реализовать в жизни. Чехия привлекательна своим расположением в самом центре Европы. Простым для обучения языком, экологией, ведь она признана самой чистой европейской страной, и безопасностью. Уровень криминала в Чехии очень низкий, а также доброжелательностью местного населения, высоким уровнем образования и культуры. Поэтому родители всего мира без особых опасений отправляют своих детей в эту страну. Марьяна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.